Сухуми функционирует 13 дошкольных учреждений, 14 общеобразовательных школ, вспомогательная, очно-заочная, спортивная и Центр детского творчества, находящихся в подчинении Управления образования города, то есть все они находятся в ведомстве столичной администрации. Всего в сухумских школах учатся около 8 тысяч детей. Конечно, не все учебные заведения соответствуют стандартам. Где-то нужен капитальный ремонт, где-то частичный. Сухумская городская администрация по мере возможности решает накопившиеся вопросы. К примеру, в этом году в новом районе по улице Картузия, где расположена 5-я школа, столичными коммунальными службами был проведен капитальный ремонт дороги. Проложена новая ливневая канализация и уложено асфальтобетонное покрытие, что значительно облегчило ученикам и учителям добираться до школы, особенно в непогоду. Здесь были плохие очень дороги. Сейчас спасибо всему государству, кто помог сделать эти дороги. Дети довольны. В прошлом году было очень плохо, здесь было очень грязно. Мы заходили грязными в школу, невозможно было, когда дождь шел. А 1 сентября, когда мы пришли в школу, это было круто, асфальт был. Дороги здесь не было, что говорит, яма была на яме, было трудно проезжать и было столпотворение просто машин на самом деле. Асфальт укладывали летом, чтобы успеть к 1 сентября. Успели. Помимо этого, возле школы, где постоянно были глубокие лужи, дорогу подняли таким образом, что вода стекает по бокам в ливневые стоки. И теперь каждый даже в дождливую погоду может пройти спокойно, не промочив ноги. За 17-18 учебный год немало сделано администрацией города и управлением образования нашей школы. Привели в порядок спортзал, медкабинет, кабинет деловода. Мы с 1 сентября мы зашли в школу с большой радостью. По асфальтированной дороге прошлись. Это большая благодарность и от педколлектива, учащихся, главе администрации, депутатам. Здесь кошмар был, честно говоря, и невозможно, во время дождей вообще невозможно было в школу зайти. Такие лужи были. А сейчас спасибо большое, вот сделали дорогу, и спокойно можно ходить. И когда дожди идут, воды нет. Так что дети ноги не промочат, а то они всегда прибегали и говорили, что вот ноги мокрые, отпрашивались. И вот. Так что большое спасибо. Перед укладкой асфальта по этой улице был заменен трубопровод, проходящий посередине жилого комплекса улица Картузия, на протяжении долгих лет во время даже небольшого дождя становилась непроходимой. Лужи, грязь, ямы. Решением главы администрации Сухума Адгура Харазия из городского бюджета были выделены более 15 миллионов рублей на ремонтные работы. На весь комплекс работ от замены труб до асфальтирования ушло несколько месяцев. Все работы завершились в установленный срок. Все послевоенные годы ситуация вокруг 5-й школы была очень сложной в плане подъезда к этой школе. И из-за этого многим родителям приходилось детей возить в городские школы, потому что из труб шла постоянно вода. Людям приходилось по воде идти в школу. Трубы проходят именно перед школой. Весь вход был заболочен, поэтому и родители много раз ставили этот вопрос, и в начале этого года, в конце прошлого, мы с депутатами собрания, избранными в новом районе, совместно решили, чтобы начать ремонтировать вот эту дорогу. И изначально мы отремонтировали все трубы. 800 метров труб мы поменяли, положили новые пластиковые трубы, долговечные. И затем мы положили, как видите, асфальт. Глава столичной администрации Адгур Харазия заверил, что с силами администрации и избранных депутатов по новому району во дворе 5-й школы будет построена спортивная школа, чтобы у детей появилась возможность заниматься в различных спортивных секциях. Рената Шака, Артур Каландия, Абхазское телевидение.